В августе 1984 года 18-летняя девушка по имени Элизабет из Энштеттен, Австрия, внезапно исчезла. Последние ее слова были написаны в письме, где она сообщала, что уезжает в другое место, чтобы начать новую жизнь. Она утверждала, что с ней все в порядке, и просила никого ее не искать. В апреле 2008 года, спустя 24 года, Элизабет неожиданно появилась, потрясая весь мир тем, что с ней произошло. Элизабет никогда не покидала дом, а была заключена в подвале прямо в собственном доме, и похитителем оказался никто иной, как ее родной отец Джозеф Фрицл. Ранним утром 19 апреля 2008 года в больницу Энштеттен была доставлена молодая девушка в критическом состоянии. Ее кожа была бледной, синеватой, и у нее наблюдались странные симптомы, причина которых оставалась неизвестной для врачей. Человек, который привез ее в больницу, представился ее дедушкой по имени Джозеф Фрицл. Он был грубым, резким и требовал, чтобы врачи как можно быстрее оказали помощь, чтобы забрать девушку домой. Он утверждал, что сегодня утром нашел ее у двери своего дома вместе с письмом от своей дочери, которая, по его словам, ушла много лет назад. Странность заключалась в том, что имени этой девушки не было в больничной системе, и при ней не оказалось никаких удостоверяющих личность документов. Поэтому врач не смог проверить медицинскую историю, чтобы точно диагностировать ее заболевание. Кроме того, в рассказе Джозеф Фрицл было много подозрительных моментов. В связи с этим врач сообщил в полицию. После этого полиция организовала выступление врача по телевидению с объявлением о том, что девушка находится в критическом состоянии и требуется, чтобы ее мать вышла на связь, чтобы помочь в поиске способа лечения. Спустя 1 неделю появилась мать. Это была Элизабет Фрицл, пропавшая 24 года назад. Хотя ей было всего 42 года, она выглядела на 60, с бледной кожей, как у больного человека, и с испуганным, настороженным видом. Полиция немедленно доставила ее в участок для допроса. Через несколько часов она согласилась рассказать всю правду при условии, что полиция гарантирует, что она больше никогда не встретится со своим отцом. Элизабет раскрыла, что она никогда не покидала дом, а была заключена в подвале своим собственным отцом, Джозеф Фрицл, на протяжении 24 лет. Во время заключения Элизабет неоднократно подвергалась изнасилованиям со стороны отца и родила 7 детей. Больной девушкой была Кристин, 19 лет, старшая дочь Элизабет. Джозеф Фрицл родился в 1935 году в Энштеттене, Австрия. Он женился на Розмари Фрицл в 1956 году, и у них было 3 сыновей и 4 дочери. В 1966 году родилась Элизабет, самая красивая из 4 дочерей. Элизабет имела светлые волосы, голубые глаза и красивое лицо. Джозеф был инженером-электриком и занимался недвижимостью. Снаружи он был широко известным человеком, умным в бизнесе и пользовался уважением у многих. Однако дома Джозеф был жестоким мужем, патриархом и жестоким отцом, часто избивающим своих детей. В семье было 7 детей, но атмосфера всегда была тихой, здесь никогда не было смеха. Когда они играли и слышали, что отец возвращается, Элизабет и ее братья и сестры сразу же останавливались и прятались в комнате, чтобы избежать побоев без причины. Розмари, мать Элизабет, была слабовольной женщиной, покорной и не имела голоса в семье. Джозеф вырос в эпоху фашизма, был подвержен влиянию жестокой идеологии и строго придерживался дисциплины. Он применял эти идеи не только на работе, но и в семье. Никто в доме не осмеливался перечить ему. Элизабет росла под строгим контролем отца. Ей разрешалось только ходить в школу, и ей было запрещено общаться или играть с кем-либо за пределами дома. Когда ей исполнилось 11 лет, Джозеф начал насиловать ее каждый день. Элизабет жила в постоянном страхе, боли и унижении. Внешне Элизабет была тихой, застенчивой и покорной, но внутри страстно желала вырваться из-под контроля своего отца. В 1983 году, когда Элизабет исполнилось 17 лет, она сбежала из дома в город Виена с другом. Однако всего через 3 недели полиция нашла ее и вернула домой. Через год, 28 августа 1984 года, когда Элизабете исполнилось 18 лет,
Воспользовавшись тем, что его жена была не дома, Иосиф обманом уговорил ее спуститься в подвал, чтобы помочь ему установить дверь. На тот момент Иосиф переделывал подвал в бомбоубежище, что было довольно распространено в те годы. Он потратил много лет на ремонт подвала, и это был последний этап его завершения. Иосиф попросил Элизабету держать дверь, чтобы он мог прикрепить дверную петлю. Элизабета наивно помогала своему отцу, не подозревая, что она способствует завершению собственной тюрьмы. После того, как дверь была установлена, Иосиф накрыл ее лицо тканью, пропитанной снотворным, и держал, пока она не потеряла сознание, а затем бросил ее в подвал. Подвал был площадью около 55 квадратных метров, оборудован туалетом, холодильником, электроплитой и матрасом. Тем не менее, подвал был полностью звукоизолирован и заперт 8 металлическими дверями, что делало все крики бесполезными. Когда Элизабета пропала, Розмари Фрицель немедленно сообщила в полицию. Но через несколько дней она получила письмо, написанное от руки с точным почерком Элизабеты. В письме Элизабета сообщала, что ей надоела жизнь дома, и она решила уехать подальше, чтобы начать новую жизнь, и попросила всех не искать ее. Поскольку Элизабета уже уходила из дома раньше, а также из-за ее письма, полиция закрыла расследование. Семья и окружающие постепенно забыли о ней. Никто не знал, что прямо под их домом Элизабета была прикована в темном сыром подвале, где по всему помещению ползали крысы и насекомые. Каждую неделю Иосиф приносил еду в подвал, а каждый день он приходил, чтобы изнасиловать Элизабету. Невозможно представить себе ту боль, которую она переживала. В первые 4 года заключения Элизабета жила одна и несколько раз пережила выкидыш. В 1988 году она родила свою первую дочь, Керстин Фрицель. С 1988 по 2002 год Элизабета родила 7 детей. Каждый раз, когда она рожала, она и ее дети сталкивались с угрозой смерти, потому что Иосиф не позволял ей ехать в больницу и не оказывал ей помощи в родах. Он просто бросал ей книгу по репродукции и некоторые медицинские инструменты, чтобы она справлялась сама. Как по чуду, мать и дети выжили. Но в 1996 году, когда она родила близнецов, один из детей задохнулся. Иосиф не позволил отвезти малыша в больницу, и Елизабета без силы наблюдала, как ее ребенок умирает на ее руках. Подвал становился все более тесным, и плач детей раздражал Иосифа. Он придумал план, чтобы отправить самых беспокойных детей в основной дом. Он положил детей в картонные коробки, оставил перед дверью дома и приложил поддельное письмо от Элизабеты, прося своей мать, Розмари, позаботиться о детях. Таким образом, он перевел 3 детей – Лизу Фрицель, Монику Фрицель и Александра Фрицеля – в основной дом, чтобы Розмари о них заботилась. В то время Элизабета продолжала жить в подвале с 3 оставшимися детьми. Иосиф постоянно угрожал, что жизнь Элизабеты и ее детей полностью зависит от него. Если кто-то осмелится попытаться сбежать или противостоять ему, он выпустит газ или закроет двери подвала, чтобы они умерли. Каждую неделю Иосиф ездил в другой город, чтобы купить еду и выбросить мусор, чтобы избежать обнаружения. Он владел большим домом с множеством сдаваемых комнат, но строго запрещал всем подходить к подвалу, утверждая, что это место, где ему нужна тишина для работы. Все верили ему и не подозревали ничего. В течение 24 лет никто не знал, что ужасное преступление происходит ежедневно прямо под их ногами. 19 апреля 1908 года Керстин впала в кому, и Елизабета убедила Иосифа отвезти ее в больницу. На этот раз, по неизвестной причине, Иосиф согласился при условии, что Елизабета останется в подвале. Затем он снова использовал свою старую уловку и потребовал от Елизабеты написать письмо, в котором она объясняла, что Керстин была оставлена перед дверью дома. Однако эта уловка обманула только наивных членов семьи Иосифа, но не полицию. Иосиф не ожидал, что случай с Керстин привлек большое внимание со стороны следствия. После давления со стороны полиции Иосиф был вынужден выпустить Елизабету и ее детей, при условии, что она должна притвориться, что только вернулась после 24 лет жизни вдали и не раскрывать правду. Благодаря этому Елизабета была доставлена в больницу,
где у нее появилась возможность раскрыть всю правду о тех ужасных годах, которые ей пришлось пережить. Это дело произвело шокирующее впечатление на мир, и в марте 1909 года Иосиф Фрицель был приговорен к пожизненному заключению. Однако никакое наказание не может компенсировать те ужасные преступления, которые он совершил против Элизабеты и ее детей.